Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина, и сегодня мы погадаем на очень интересную тему, о чем кричит его душа. Тема эта любовная, у нас с вами будет 3 позиции на розовом Таро Уэйта. Это очень такая классная колода, вся в розовом стиле, вообще потрясающая, конечно. И у нас с вами будет, значит, 3 позиции. Первая карта, которая на позиции будет лежать, да, покажет состояние ваших отношений на сегодняшний день. То есть по ней вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию, да. Ну а дальше уже будем смотреть, о чем кричит душа загаданного человека. О чем кричит его душа. Итак, выкладываю 3 карты, 3 позиции. Первая, вторая и третья. Первая, вторая и третья. Так. Состояние ваших отношений. Как ваши отношения видят высшие силы. То есть это первая карта у нас, да? Так, украшаем. Украшаем. И третья. Не хочет стоять. Хорошо, так пусть стоит. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, да. Остальные я пока убираю в сторону. О чем кричит его душа? Наша тема любовная. Итак, значит, клевер. И первая карта – это ваши отношения, как их видят высшие силы. Двойка пентаклей показывает отношения, где есть постоянные качели. То да, то нет, то хочу, то не хочу, то могу, то не могу, то буду, то не буду. То мы вместе, то мы не вместе. Ой, не знаю, мы вместе или не вместе. То есть вот реально есть такие отношения, очень такие, ну, шаткие. Их называют постоянные качели, да. И вот в этой карте есть момент демонстрации на самом деле. То есть каждый из вас демонстрирует определенную сторону себя, которую хочет, чтобы видели, да, особенно загаданный человек. Он перед вами пытается продемонстрировать свои какие-то, может быть, качества, которые вот очень хочет, чтобы вы заметили. А на самом деле внутри еще есть что-то, да, что-то, чего вы не видите, или что-то, чего он не хочет показывать, а вы, наоборот, знаете. И в любом случае этот человек не то, что вот не уверен в отношениях, да, а скорее не уверен в себе, не хочет показаться плохим для других. Эти отношения могут быть даже на расстоянии. Почему? Потому что мы видим сзади море, корабли, мол, людей может разделять расстояние, да. Из-за этого вот отношения тоже очень часто шатаются, болтаются, потому что люди меньше доверяют друг другу, когда они на расстоянии находятся, и иногда меньше из-за этого общаются, да. Ой, я там был занят, ой, там это, ой, там то. Давайте посмотрим, о чем кричит душа загаданного человека. О чем же она у него кричит. Прям таки кричит его душа. Много жезлов, много мечей, да. Вот солнце видим. Ой, с 9 мечей. Еще и туз пентаклей. Ну, давайте подумаем. Вот смотрите, у него сначала 6 жезлов идет, потом 8 жезлов идет, потом 6 мечей, да. Это карты, по сути, какие-то дорожные. Вот если вы на расстоянии находитесь, ему бы хотелось быть ближе, да. Если вы, наоборот, вместе находитесь, ему бы хотелось вот исполнить какие-то ваши общие желания, мечты, но как будто отправиться в какое-то путешествие, вот куда-то вас свозить. Вот у этого человека внутри прям сидит желание вас куда-то отвезти, да, показать новый мир, может быть, какие-то новые города, новые страны, или встретиться, если вы на расстоянии, но для чего? Для того, чтобы показать нового себя,
чтобы показать, может быть, даже свою какую-то более лидерскую позицию. Этот человек явно испытывает к вам страсть, потому что шестерка жезлов, восьмерка жезлов, они показывают очень сильную страсть. При этом человек хочет от вас добиться взаимности в чувствах, именно такой же страсти вот внутри, чтобы она тоже горела, как и у него. Вот. То есть здесь видно, что человек пылает, да. Ему бы хотелось, чтобы все трудности, которые есть между вами, остались позади, чтобы все это прошло. Чтобы даже вот эти качели, которые есть между вами, они тоже бы прошли. Но при этом мы видим девятку жезлов, рыцаря мечей. Его душа явно кричит о том, что вы его в последнее время воспринимаете неправильно. Вы его даже как-то сухо воспринимаете. Вот знаете, как будто бы вы меньше показываете чувств по отношению к этому человеку, а он бы хотел вот каких-то чувств. Он бы хотел. Ему кажется, что вот его душа прям чувствует, что есть враги у отношений, и что кто-то на эти отношения нападает. Но нападает как-то со стороны. Ну, то есть, есть, мол, люди, которые, может быть, не так сильно связаны с ним или с вами, а еще какая-то третья сторона, и как будто бы оттуда идет нападение. То есть эти люди заинтересованы в том, чтобы разбить эти отношения, но при этом нет такого, чтобы кто-то из вас любил бы этих людей или с ними вступал в интимные отношения. По Солнцу этот человек хочет ясности этих отношений и взаимной любви. И, конечно, хочет, чтобы вы оба объединились и устранили всех врагов. Но рядом, видите, девятка мечей. То есть его душа, она реально плачет и кричит о том, что он переживает за самое дорогое, что у него есть, а это вы и ваши отношения. Этот человек действительно дорожит этими отношениями, но потерялся в том, что ему нужно справиться с трудностями и с врагами. И он страдает еще и, возможно, из-за денежного вопроса, и вот все навалилось. И, конечно, сложно, особенно когда говорю постоянно то туда, то сюда, то хочу, то не могу, то вот это вот, знаете, вот такие вот отношения шаткие. Все время в них качели, все время в них какое-то мнение меняется. Вроде бы только привыкнешь к одной ситуации, да, начинается что-то другое. И, конечно, сложно, конечно, ему сложно. И вам сложно, наверное. Вот. Но, по крайней мере, человек хотел бы, вот я говорю, что-то, желания какие-то реализовать, и ваши желания выполнить, и свозить, может, куда-то там, или, ну, как-то выйти из трудностей. То есть ему бы хотелось и взаимной любви, да. То есть ему бы хотелось счастья, но вот я говорю, что вот он прям переживает. Ну, такая вот первая позиция. Тут мы поняли, о чем кричит его душа, да. Позиция номер 2. О чем кричит его душа? Наш второй клевер, мой любимый, такой красивый зеленый, прям нравится эта брошка, вообще не могу. Такая прям шикарная. Не хочет стоять, ну ладно. Как ваши отношения видят высшие силы? Жрица. Ну, жрица — это высокодуховные отношения, но при этом малосексуальные, холодные, да. То есть люди могут любить друг друга, могут уважать друг друга, но у них как-то вот со страстью плоховато. Если вы чувствуете, что у вас с влечением в отношениях все в порядке, это не ваша позиция. Потому что здесь, я говорю, есть больше платонической любви, но меньше интимной вот этой близости. И люди не ставят в первую очередь на первое место интимную близость, а скорее взаимосвязь, общие интересы, дружба, любовь, но не страсть, да. Здесь как-то вот два человека в чем-то и разные, но в чем-то и похожие, как две половинки, как ключик-замочек, но в то же время как-то слишком вы оба интровертивны, скорее всего, интроверты, да, спокойны как-то, может быть, или спрячете чувства внутри себя. То есть, может, страсть и есть, но вы ее прячете оба внутри себя. Может быть, есть какие-то проблемы
Да. По жрице часто бывают порчи, даже вот на половую чакру. Есть, может быть, женщина-враг, которая магичит, да, и из-за этого сексуальный аспект отношений перекрыт. Ну, может быть, прям говорю, вот, потому что сделали, может, вообще на половое бессилие, даже такое бывает. Давайте посмотрим, о чем кричит его душа. О чем кричит его душа? А вот как раз, видите, влюбленные это выпали, да. Ну, я сразу закрываю, чтобы там голышни не было. Тут пятерка, влюбленные, пятерка мечей, колесо, десятка пентаклей. Ой, дьявол, тут у нас еще голышни-то полно еще будет, да. Так, четверка пентаклей, девятка пентаклей, иерофант. Угу. Ну, вы знаете, вот по влюбленным человек так-то хотел бы между вами страсти. Хотел бы, у него кричит об этом душа. Вот, но он почувствовал по пятерке мечей себя уязвленным в этом плане. Ну, или она. Что-то не в порядке вот у вас с интимной связью. Что-то не то. Что-то не то. Каждый, может, хочет чего-то не того, что второй. Или вот какая-то несовместимость, или порча. Потому что тут и дьявол, и жрица. Порча может быть, да. Болезнь может какая-то у человека быть в этом плане. Он как бы уязвлен, как будто бы вы его как-то оскорбили даже, может быть. И переживать из-за этого. Но тут, вы знаете, могут даже появляться мысли об измене в итоге, потому что когда уязвлено самолюбие, может быть вот такой типа доказать где-то на стороне, поэтому будьте очень осторожны. Что женщины иногда оскорбляют мужчин, ты бревно. Что мужчин, женщины, да, там оскорбляют. Что-то им про них сказали там или еще как-то. Что-то не получилось, а она сразу... И вот, понимаете, вот может такое быть, и это очень сложно все переживается. У человека об этом кричит душа. Но при этом колесо фортуны, десятка пентаклей, видите, ниже, да, показывает, что человек хотел бы так-то наладить это все. И отношения наладить. И да, я проиграл где-то или проиграла там, но это не значит, что я проиграю до конца, да. Он хотел бы, чтобы фортуна была на его стороне, и чтобы удача ему улыбнулась, и чтобы вообще в отношениях как-то все изменилось. И причем такое чувство хочет наладить жилищный вопрос и материальную сферу. То есть вот его это... как проблему, может быть, с деньгами, с материальной сферой очень сильно выносят вот просто. И душа-то еще кричит об этом, да. Дьявол рядом показывает, что человеку кажется, что его сглазили, весь денежный канал сглазили, сексуальную чакру сглазили. А, кстати, эта чакра вторая очень сильно связана с деньгами тоже, как и первая, да. Как и третья, в которую, скорее всего, сейчас вверх энергия не поднимается. И да, здесь вот он, в принципе, правильно подозревает, что на все сферы вот так вот долбит негативом. Кто-то, мол, навел порчу, кто-то с нами сражается, и у меня не получается нигде. Вот. Четверка пентаклей показывает, что человек ограничен в средствах, а девятка говорит о том, что он очень хотел бы быть богатым. А желание быть богатым, конечно, это всегда бьет по человеку, потому что ему, как иногда даже никаких мыслей других не возникает, только деньги, 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 да. То есть человек без денег может себя чувствовать совершенно не в своей тарелке. Ему бы хотелось обеспечить и себе, и вам, да, безбедное существование. Но из-за этого могут быть и комплексы, и страхи всякие, и все такое. А по иерофанту этот человек хотел бы еще и духовно расти, иметь авторитет в обществе и в ваших глазах, да, авторитетом в вашей семье иметь. Хотелось бы ему и серьезных как бы отношений, и все, но что-то у него не в порядке, и вот это вот все очень сильно его выносит. Ну, вот такая интересная получилась вторая позиция. Так, а мы идем дальше. К позиции номер 3. О чем кричит его душа? Так, наша бабочка.
И первая карта, как видят высшие силы ваши отношения. По этой карте вы выбираете позицию. Королева Пентаклей. Это могут быть очень прочные отношения, серьезные, взаимная любовь, семейные отношения или в будущем семейные, в будущем брак. Но также эта карта показывает часто и вмешательство. Ну, допустим, если вы загадали женатого человека, то вмешательство его жены, естественно. Или бывшая жена может вмешиваться в отношения. По королеве Пентаклей и мама может вмешиваться в отношения. Кто-то вмешивается, может, да, женщина. Но в целом отношения благоприятные, с благоприятным прогнозом, с большим будущим, да, даже несмотря на любые сложности. Хорошо. Но здесь вот земная энергия, она всегда обеспечивает сильную сексуальную связь, да, то есть интимную связь. И страсть есть, и душевная такая любовь, духовная любовь. Поэтому здесь у вас, да, по всем статьям должны быть хорошие отношения и хорошая совместимость. О чем кричит его душа? Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Да, товарищи. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Вы знаете, у этого человека очень сильная обида и чувство одиночества. Вот сами отношения с благоприятным прогнозом, хорошие отношения, все, подходите друг к другу, а этот человек так обижен, так жизнь его как будто бы вот куда-то типа трепала, у него чувство одиночества, что его никто не любит, что никому он не нужен в этой жизни бренной, да, вот что он просто вот одинокий странник, путник там или путница, и особенно тройка мечей, вот прям такая обида может и на вас ведь быть, вот такая сильная обида. Может, вы что-то ему, как ему кажется, сделали. Может быть, вы его чем-то обижали, словами какими-то или еще что-то. Может, между вами что-то произошло. Но учитывая то, что рядом королева мечей, виновата в этом женщина. Женщина какая-то навредила прям этим отношениям, создала какую-то конкретную интригу, из-за чего этот человек, возможно, на вас обижен. Понимаете, очень обижен, но из-за женщины она это просто наврала. И отшельник показывает, да, вот что человек как будто хочет спрятаться со своей обидой от всего мира. Вместе с этой женщиной тоже. Он не хочет и с ней общаться. То есть, понимаете, она его как бы обескуражила, ну, какой-то вот такой информацией, скорее всего, от чего он и на вас обиделся, и на себя, и на всех, ну, и на нее тоже. И если вдруг какой-то был праздник недавно или еще что-то, этот праздник для этого человека был испорчен, и он внутри себя... Это вообще произошло все на празднике по тройке кубков. И он внутри себя даже носит обиду на то, что, мол, из-за вас, из-за этой информации весь праздник был испорчен. А ведь мы все вместе это создавали, мы вместе что-то делали, а праздник был из-за тебя испорчен, да, вот так считают. И из-за этой женщины. Дальше справедливость. И король жезлов, он же вот эту ситуацию с кем-то обсуждает. Он обсуждает и считает, что ему правильно можно с этим мужчиной обсуждать эту ситуацию про вас и про эту женщину, и вообще про все, с кем-то делится, у него есть друг. И считает, что вы даже достойны наказания из-за этого. Может быть, вы его чем-то обидели, оговорили, может быть, оскорбили. Может, она так ему подала информацию, да, но по пажу мечей он прям злится на вас. Вот прям, говорю, даже не то, что уж сплетни разводит, но какие-то за глаза нехорошие слова говорит. Хотя на самом деле у вас неплохие могли бы сложиться взаимоотношения. Но тут кто-то прям очень сильно вмешался со своей такой падлой, да, как говорят. И играет в этом несколько людей роль мужчина. И вот, но самое главное, это женщина. Она прям очень сильно состроила что-то такое ого-го, прям гадкое.
Я не думаю, что вы за 5 минут наладите с этим человеком отношения, потому что его душа кричит о том, что со всех сторон все плохо. Может, он и себя виноватым чувствует, но ему как-то даже вот и действительно стыдно из-за ситуации. То смотря чего это касается, да. Вот такая вот у нас третья позиция. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.